Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. У Беларусі існуе праект развіцця альтэрнатыўнай і дадатковай камунікацыі «Фрі-мова». Гэты праект накіраваны на тое, каб дапамагчы людзям, якія у сілу сваіх псіхафізічных асаблівасцяў альбо нейкіх здарэнняў не могуць размаўляць. І ёсць спосабы навучыць гэтых людзей, гэтых людзей. І аўтарка праекту «Фрі-мова» Тацяна Сініца сёння нашая госця. Прывітанне, Тацяна. Прывітанне. Увогуле, я ведаю, што ў 2018 годзе праект перамог на конкурсе сацыяльных праектаў Social Weekend, і у вас ёсць вялікія планы. Ну і мы з вами ўжо, нашыя чытачы, слухачы ведаюць пра тое, што ў Белаазёрску ляжыць польская рок-зорка Генек Лоска. Мы ўжо з'ездзілі таксама з Тацянай і з камандай да Генека і паглядзелі, ці можна ўсё ж нешта зрабіць, каб чалавек, які так цудоўна спяваў, зноў змог выразіць сваю волю, праявіць сябе і нешта сказаць гэтаму свету. Але пра Генека мы, відаць, крыху ўсё ж пазней. Давайце пра тое, чаму ўзнікла неабходнасць у гэтым праекце, чаму вы вырашылі ім займацца. Ну, па-першае, прашу прабачэння, я буду размаўляць на рускай мове. Ласка. Значит, сам проект возник из такого личного интереса и включенности в ситуацию детей с особенностями, в частности, с детским церебральным параличом. Это сложное такое нарушение, когда человек не может двигаться, ну, в тяжелых случаях, и часто не может говорить. Почему? Потому что, говорить надо двигаться, тоже двигать речевым аппаратом. А это вот не получается. И, к сожалению, у нас же как происходит, вообще в жизни, да, то есть если ты не сказал, то под вопросом, думаешь ли ты, неизвестно, ты вещь в себе. Вот. И вот эта тема вообще проявления человека, становления человека, когда у него нет доступных средств, которые есть у здорового, она очень актуальная, потому что, в принципе, так получается само по себе, что мы начинаем ограничивать таких людей, то есть их жизнь ограничила, плюс, когда вы встретите неговорящего человека на коляске, его кто-то везет, вы не потому, что вы плохой человек, просто это получится так само собой. Вы будете обращаться к человеку, который его везет, но не к человеку, который сидит на коляске и ничего не издает, никакие привычные вам слова, да, не издает. А если что-то издает, то у вас как-то возникает так, не знаю. Некомфорт, дискомфорт. Да. Страшно становится, не ведаешь, як до гэтага человека подойти, что ему сказать. Да, а поскольку я по профессии психолог, и вообще тема помощи детям с особенностями, и тема медицинской психологии там более широко, и это взрослых имеется в виду, помощь взрослым, она, у меня, в общем-то, профессиональный взгляд, и есть такая тема очень важная. Вот мы диагностируем возможности человека, да, чтобы его обучать, да, чтобы... И тут есть такая очень серьезная проблема, что если ребенок не говорит, то чаще всего говорят о том, что его интеллектуальные возможности снижены. Это было во всем мире, это было всегда. Но, в общем-то, понятно, человек – это космос. На самом деле мы не все знаем о нем. И в общем-то, наверное, начиная где-то тоже примерно очень интересно, где-то с 40-х, 50-х годов начали проявляться случаи во всем мире, когда неговорящие люди в силу каких-то заболеваний начали проявлять себя с помощью чтения, с помощью каких-то знаков и так далее. Наиболее такой известный случай в Англии. Дикон, мужчина, забыла, как его зовут, вспомню, скажу. Значит,
Мужчина, который с детства болел, ну, в общем, страдал такой тяжелой формой церебрального паралича, мама за ним ухаживала, а потом он попал в интернат, скажем, да, вот, и там жил, в общем-то, со своими сокомнатниками, вот, и там получилась такая штука, что он где-то в 50 лет, вот ему очень захотелось, вот душа живет, она хочет себя выразить, ему захотелось рассказать свою жизнь. Ну, как рассказать? Он очень невнятно, ну, вообще, то есть никто не понимал, была диагностирована глубокая умственная осталость, но его коллега по комнате, он научился его понимать. Ну, то есть в силу там того, что они вместе долго, и у него, кстати, не было предубеждения о том, что человек не думает, вот. И он уже мог говорить, да? Но при этом у него тоже были двигательные нарушения, он не мог писать. И они нашли того, кто мог записывать. То есть получается, что вот этот Дикон, он надиктовывал вот этому своему другу, ну, то есть как он мог. Тот переводил уже на понятный язык тому, кто записывал. И вот таким образом была написана книга. Она произвела фурор, потому что вообще она открыла... Боже мой, так а что же происходит-то, да? Мы считаем людей неспособными там думать, мы ограничиваем их в правах, ну, вообще, то есть даже не обращаемся к ним, не высказываем свою волю даже там, что покушать и еще что-то. Вот, а здесь такие происходят вещи. И после этого был вообще поднят вопрос и о диагностике. Сам вот Дикон и его коллега, им была предоставлена возможность самостоятельного проживания с сопровождением. Ну, в общем, тема начала развиваться. И вот такие случаи встречались, ну, практически в каждых странах. То есть вот, ну, наиболее известные там и Франция, и Австралия, и... Польша, вот, ну, такие, и в частности, вот в России там сейчас очень известный такой парень Иван Бакаидов. То есть получается, что мы упускаем людей, то есть мы невнимательны к ним только потому, что они не могут обычным способом, ну, проявлять себя. И это вот так ярко проявилось в случаях людей, у которых есть двигательные нарушения. Но есть еще одна сторона, а есть еще сторона, когда человек говорил, все было хорошо, а потом с ним что-то случилось, ну, в частности, в общем-то, обычная, обыденная, к сожалению, беда, которая может случиться с каждым, это инсульт. Вот, и все, он парализован. Вопрос, насколько он, находясь вот в этом практически обездвиженном теле, насколько продолжается внутренняя жизнь, он ведь остается открытым. Вот. И опять же есть случаи, когда люди восстанавливались, есть случаи, когда они могли себя проявить, и ну, наиболее известный случай, это вот описан в книге «Скафандр и бабочка», когда, в общем-то, человек парализованный с помощью только моргания одним глазом написал книгу, конечно же, не сам, а к нему было нормальное отношение, и предложили способы, он просто моргал на нужную букву, и из этого помощник составлял слова. То есть, получается, тема очень такая обширная, и когда я вот в нее проникла в силу того, что столкнулась с девочками, которые с детским церебральным параличом, я начала ее копать, и не знаю, ужас или радость, обнаружилось, что в мире есть Международная ассоциация альтернативной коммуникации, что есть центры альтернативной коммуникации, что есть способы и средства предложить людям показывать хотя бы на картинках, показывать рукой, глазами, ногой, чем угодно, но установить вот этот контакт, связь, чтобы человек почувствовал себя человеком, и от этого он, ну, как мы все, ты начинаешь работать и развиваться. То есть если это инсульт, восстанавливается, если это ребенок, то он обучается. И тут возникают очень многие перспективы. Конечно, меня эта тема очень зацепила, вот, и, я думала, что уже все есть, а оказалось, нету. То бок, атрымліваецца, што вы першы, хто звярнуў на гэта ўвагу ў Беларусі? Ну, как вам сказать? Я не могу сказать, что я первая, потому что, есть же у нас, например,
в частности, факультет специального образования или сейчас Институт инклюзивного образования. Безусловно, эта тема, она во взаимодействии с представителями там, европейских стран, она была уже известна. Ну, в силу того, что эта тема, она ресурсоемка. Она требует постоянного активности, внедрения в практику. И более того, он требует изменения сознания людей, что тут надо что-то делать. И я бы сказала, что при всем при том, что факультет специального образования, они там, накопили определенное количество знаний и так далее, но у них не хватало ресурсов пойти в практику. А меня это зацепило со стороны практики. Вот ко мне начали обращаться люди. И получилось, что какое-то такое звено, я до сих пор себя спрашиваю, я ли это вообще, это звено, прям жизнь требует, давайте будем что-то делать, давайте будем дружить, и я, в общем-то, взаимодействую с Институтом инклюзивного образования, чтобы это вышло за рамки просто академических каких-то знаний, в жизнь, оно пошло в жизнь, чтобы у нас появились люди, которые могут пользоваться, допустим, уже новыми приспособлениями, которые там компьютеры, айтрекеры, которые могут высказать и, может быть, составлять тексты, книги и так далее, и мы увидим, какая, вообще, что такое душа человека, какая она огромная, какая она на самом деле сильная. Это можно делать. Для этого надо идти. И был первый шаг сделан, когда я собрала все свои ресурсы, а ресурсы были уже не просто так, я не просто там, почему бы и не сделать. Я съездила на обучение, я съездила на конференции, я познакомилась с доступными мне центрами, а это центры в Польше и в России наиболее доступные для меня были. Наладила какие-то взаимосвязи. Тут уже ты понял, что нормально, у меня есть багаж, можно делать, можно и нужно даже пробовать. То есть, понятно, не я одна, надо создавать команду, но, в общем, шаг за шагом стоит это делать. И этот Social Weekend, это был такой шаг, делаем, все, хватит говорить, хватит мечтать, делаем. И получилось гран-при. Давайте я нагадаю, Тетяна, што сёння разам з Тетянай Сініцай, аўтаркай праекту «Фрі-мова», праекту, які займаецца развіццём у Беларусі альтэрнатыўнай і дадатковай камунікацыі, дапамагае людзям, якія па нейкіх прычынах не могуць размаўляць, наладзіць кантакт са светам. І яшчэ хочу нагадаць, што Еўрарадыё і нас з Тетянай зараз можна не толькі слухаць, але глядзець онлайн у Фейсбуку, ВКонтакте, Одноклассниках, а таксама на канале YouTube. Ну и еще не забывайте подписываться на наш Телеграм и натурально ставить лайки. Нас можно видеть. Нас можно бачить. Так что вось гэта камеры. Тетяна, натуральна, што зараз вельмі шмат розных прыстасаванняў, прыладаў, якія могуць дапамагаць такім людзям наладзіць гэтую камунікацыю. Вось як адбываецца гэты кантакт, напрыклад, з дзіцем, які да вас звяртаецца, і якому трэба дапамагчы? Як вы тлумачыце, што вось гэта тое, і ці сапраўды ёсць вынікі, якія вас вельмі радуюць? Смотрите, тут такое дело. Мы же все исходим из представления о том, как мы общаемся. Человек, который попал в ситуацию, например, другого развития, изначально, или, например, что-то с ним случилось, он по-другому воспринимает этот мир. Провалы в использовании всяких коммуникативных средств начинаются сразу с того, что мы хотим очень быстро достичь эффекта. То есть, у нас есть кнопочка, нажми, и ты скажешь, и смотри, картиночки, выбери. Или, например, посмотри глазами, смотри, очень быстро набирается. Не получается так. Здесь нужна настройка на человека. Самое первое, это вообще философия. Человек понимает, я верю, я знаю, что он хочет сказать. Любой человек, он тянется к тому, чтобы высказать. Он выражает себя всем, начиная с тела.
вполне возможно, что он внутри уже что-то складывает, да, а если у него что-то нарушилось, то он хочет это восстановить. Вот это, ну, направленность на человека, я бы сказала, это самое главное. И, между прочим, даже здесь еще надо работать. Здесь надо работать, потому что очень многие люди, ну, вот просто отказываются верить. Да и самому, на самом деле, иногда сложно, просто, ну, вот ищешь и не очень находишь. И любое подтверждение того, что, опа, мы встретились, вот эта встреча, да, произошла, это уже копилочка в то, что мы идем в нужном направлении. Вот этот момент первый, это настройка. И сколько вот я проходила обучение, все об этом говорят: не торопитесь, не торопитесь, не будет так, что человек впрыгнет в коммуникацию. Не накладывайте свой опыт 100% на опыт человека, который оказался в этой вот сложной состоянии в связи со своим телом. Это по-другому немножко. И еще одна очень важная вещь. Когда я здоровый, у меня же энергия там, и я своей энергией, я забиваю инициативу другого человека, особенно когда он находится вот, ну, в общем-то, ну, в зависимом, да, в менее энергетичном, ну, в состоянии, когда ему тяжело что-то делать. И вот это очень большая проблема. То есть здоровый человек, он так: о, сейчас, не надо сейчас, остановись. Увидеть надо вот этого ребенка или взрослого, который оказался в этой ситуации. Порадуйся тому, что он себя проявил. И достаточно много времени, и я считаю, что это не потерянное время, это очень важное время, уходит на то, что человек понимает, что он может сказать, его ждут. Его проявления, они, ну, как сказать, приносят вот радость, вот просто доставляют удовольствие, что ты можешь что-то сказать. И тогда ты предлагаешь человеку, как можно это сделать. И более того, это тоже не такой директированный. Ну, в общем, будешь делать так. Нет, ты ему предлагаешь, и ему нужно сосредоточиться на это, посмотреть, подойдет ли ему это, да. А если не очень подходит, ну, например, вот, допустим, у меня там инсульт, я смотрю глазами, и у меня глаза не очень слушаются. Я предлагаю набирать, а у человека не получается, и у него отчаяние. Нет, у меня это не получится. И твоя задача, так сказать: ничего, так это понятно, потому что, ну, давай подучимся, вот, разобьем эти задачи на кусочки, да, то есть вот это очень важный такой момент. И вот в настоящее время вот мы занимаемся с детьми в основном, да, то есть пока вот взрослые люди с такими поражениями типа инсульта, то есть, ну, вот только-только начинаются к нам обращения тоже. И радостно, когда, как вам сказать, ты предлагаешь тему ребенку, и он заинтересован, он откликается, у него появляется вот эта улыбка. Ты ему говоришь: привет, вот, Максим, привет, Максим, как у нас там, ты же мальчишка, давай здороваться. И он вот эту ручку, он тебе тянет, ты понимаешь, класс, у нас есть контакт. И потом ты ему предлагаешь какие-то: о, смотри, мы там будем играть в это или это, мне так важно, чтобы ты выбрал. Да? Вот, мы вот эту инициативу, мы наращиваем инициативу. И дальше уже он знает, что он может, мы ему предлагаем средства, да. А средства тоже, это ж надо думать. Кто-то может ручкой показать, кто-то глазами, кто-то может сочетать это, да. Надо отслеживать, насколько он устает, потому что, ну, опять же, мы здоровые люди, думаем: о, что там? Нет, не так это все просто. То есть мы смотрим, если устал, ну, какие-то перерывчики, какие-то разрывки делаем, чтобы могли дать человеку такую, передохнуть немножко, да. И таким образом, видите, это очень небыстрая работа. Вполне возможно, она поэтому и не очень-то шла, потому что, ну, поменять свою философию, быть доброжелательным, верить в то, что вот там живет душа, она хочет тебе высказаться, настроиться, самому не быть. Мы же все очень торопливые. У нас же там тайминг. Тык-тык-тык. А здесь вот прям надо... Вот на это время мы погружаемся. Мы никуда не торопимся. Есть только ты и я.
да, или там, может, втроем. Мы очень рады тебе. Ну, вот эти вот вещи. Сейчас что мы используем? К счастью, после Social Weekend, получив вот финансовую поддержку, удалось закупить какие-то белорусские, хочется, пристосования, можно сказать. Да, какие-то устройства, которые помогают. Где-то я договариваюсь с Институтом инклюзивного образования, что-то у них прошу. Вот. Ну, что мы закупили там? Ну, несколько кнопочек, да, значит, компьютер, то есть ноутбук с айтрекером, да, программы очень нужны, ведь не только компьютер, а еще нужны программы на обеспечение, которые тренирует, которая там дает возможность отслеживать движение глаз. Вот. Ну и есть еще очень такие классные вещи, как просто картинки. Тоже, ну, это вот наиболее такая у нас распространенная вещь, ну, то есть способ, это связан чаще всего с детьми с аутизмом, это вот обмен картинками. Это тоже работает, и это тоже нужно применять. Если ребенок может двигать руками и может там показывать, это классный способ. Мы когда ездили вот в Польшу, в город Замостье, у них там целый вот центр, можно сказать, альтернативной коммуникации, они нам сразу говорили, да, высокотехнологичные способы, это классно, там, набирать джойстиками, там, компьютер и так далее, но у человека должен быть низкотехнологичный, то есть, например, коммуникативные таблицы в виде книжки, где можно показывать, и человек просто соглашается, это, не это, но это коммуникативная таблица, не я ему приношу и говорю, ну вот так, выучи ко мне эту табличку. Мы с ним составляем, исходим из его образа жизни, чем он занимается, чем он интересуется. Эта таблица или эта коммуникативная книга обогащается его опытом. Такая тонкая работа и совместная. Вот прям как в общении мы делаем вместе. Это диалог. Вот, ну, понятно, что если мы только в апреле вот НКО наше сделали, я не могу сказать, что у нас такие результаты, вот приходите, вот прямо мы сейчас покажем. Нет, но есть контакт, есть дети, которые берут картинки, есть дети, которые безумно заинтересованы айтрекером. Не все и получается, но вот видно, как человек старается. Ну и работаем дальше. Я не знаю, что еще сказать. Вот так. Ну, супер, насамрэч. А як, наколькі бацькі зацікаўлены вось у тым, каб іх дзеці, якія нехта думае, напрыклад, што нічога не могуць, так, і там машуць, просто махаюць рукой, наколькі зараз вот сучасныя бацькі зацікаўлены, каб вось іх дзеці выходзілі за межы свайго гэтага стану? Ну, родители, на самом деле, они, ну, это просто какие-то суперлюди, супергерои, и тоже во всем мире известно то, как родитель относится к своему ребенку, как он верит в его возможности, как он ищет вот этот способ. Ну, расскажи мне, я хочу с тобой поделиться, вот я тебе рассказываю, что ты хочешь. Вот эту атмосферу, которую создает родитель, это, ну, самая развивающая вещь. И сейчас родители, к счастью, очень многие уже, ну, понимают, что, ну да, может быть, нельзя исправить организм, но качество жизни, качество общения можно поднять на такой очень хороший уровень. И в эту сторону надо работать. Надо общаться и дать ребенку возможности общения, потому что родители — это одна из такой серьезной боль такая родителей. Они могут уйти, а ребенок останется. Кто его будет понимать? Как он сможет себя высказать, да? И родители очень заинтересованы, и есть такой момент, хочется быстро. И родителям тоже хочется быстро, но здесь не о быстроте, здесь о качестве. Вот, нужно... И опять же, вот сейчас современная такая тенденция, может, поэтому она и тема становится более доступной, это не директивность, не навязывание, как ты будешь общаться, а поиск. Вот давай найдем, что тебе... А я тебе это предлагаю.
а попробуй все-таки. Нет, а вот, смотри, вот это у тебя получилось, а тут ты даже сам что-то придумал. Дети придумывают очень многое. Вот. И вот эта настройка на не такое «я знаю, и я тебя научу», а у меня есть к тебе предложение. Попробуй. И тогда вот это идет отклик. Вот сейчас идут, правда, реальные изменения. Наверное, это вот что-то с головой у людей происходит. Свядомости. Да, вот это самосознание такое, какая-то человечность такая возникает. Вот. И тогда возможна альтернативная коммуникация. Што рабіць тады вось у такой сітуацыі, як у Гены Калоскі, так? То бок чалавек, які вёў вельмі інтэнсіўны лад жыцця, які трапляе вось у такую сітуацыю, яго паралізуе, ён у прытомнасці, але з ім, напрыклад, старэнькая мама, чалавек яшчэ мінулага, так? І гэта не Мінск, там, дзе ёсць больш магчымасцяў, а гэта, ну, як бы Палессе, гэта невялікі гарадок, дзе зараз ужо нават не будзе, дзе бальніцу нават зараз ужо пераробліваюць у ФАП, звычайно. Вось што таким людям рабіць? Ну, смотрите, если мы возьмем даже ситуацию Генека, то его мама замечательная. Она на самом деле, вот эта материнская вера в ребенка, очень большое желание вот увидеть, почувствовать его. Она же очень многое на самом деле сделала. Это как бы вот и даже информация о том, что вот он же отвечает мне, он же мне там моргает. Это от нее пошло. Вот. И, безусловно, то есть я считаю, что большие плюсы даже в такой ситуации у него есть, конкретно у Генека. Другое дело, что, как описывают люди, которые вышли из этого состояния, конечно, попав в ситуацию, ты обездвижен, ты лишился возможности, это большой такой удар по эмоциям, по такой настроенности на жизнь. То есть депрессия на самом деле. И, безусловно, если люди не забывают, если приходят, если говорят, что разговаривают с человеком, даже если он не реагирует так вот сразу, но разговаривают с ним как с понимающим, рассказывают, делятся, спрашивают там ответа, это возрождает, вот потихонечку возрождает жизнь, насколько это возможно. И сейчас моя коллега, вот она нейропсихолог, Анна Давидович, она сходила в психоневрологический интернат на Ваупшасова. Ну, там разные люди есть. Есть люди после инсульта или, например, после черепно-мозговых травм, которые, вот уже и не говорят. Но она говорит, боже мой, да просто человек из него рвется, вот он хочет сказать. И специалисты вроде бы тоже, как психологи там, они, хотели бы как-то помочь. Но даже простые вещи. Дайте человеку картинки, дайте ему чем-нибудь показать, дайте ему моргнуть, вот что-нибудь. И это возможно. Возможно, и нужно это делать, опять же, потихонечку, но я не могу, понимаете, я не могу сказать, нет гарантии никакой, допустим, в ситуации Генека, что, конечно, нам хотелось бы, чтобы человек, например, проявил себя и даже как-то стало ему лучше, и даже, может быть, он и, в общем-то, начал как-то вот выражать очень полно свои мысли и так далее. У нас нет гарантии такой. Но, исходя из ситуации Генека, мы видим, что он хочет говорить. И для меня, конечно, вот такая боль, вопрос, что можно сделать, он там, мы здесь, сколько он сможет продержаться в этой ситуации, потому что, силы уходят, слабеет человек. Вот. И хотелось бы, чтобы, сказал что-нибудь, высказал что-нибудь. Даже вот я немножко теряюсь. Вот именно с Генеком такая вот сложная ситуация. Но очень хотелось бы, чтобы по буквочкам, по словечкам, вот просто, чтобы какое-то послание человек сделал. Мне кажется, это самому человеку очень нужно, что он не исчез вдруг, да, а вот он что-то сказал еще. Вот. И, это возможно. Надо что-то делать. Вот. Так что так. Что еще могу сказать? Глядзіце, я паглядзела у вас на старонцы ў Фейсбуку, так, напісаны таксама план праекта, так, і
я гляджу, што вам яшчэ шмат чаго патрэбна. Вось, і, напрыклад, калі ў некага ёсць такая магчымасць дапамагчы праекту, так, як гэта можна зрабіць? Ну, на самом деле, проще всего связаться со мной, да. Мы, вот смотрите, получив вот эту вот поддержку такую небольшую финансовую, очень аккуратно мы тратили эти финансы, потому что здесь ведь не хайп какой-то нужно сделать, да, а здесь нужно сделать какое-то реальное дело, да. И поэтому мы даже не заявляли там: о, давайте, нам еще что-то нужно. Прям вот освоиться, где мы сейчас находимся, начать работать и подбирать, ну вот, что дальше нужно. Вот я могу сейчас на данный момент сказать, что да, мы там купили вот айтрекер, и нужны, например, программы. Программы стоят денег, да. Есть бесплатные, а есть платные. И более того, кроме программы еще нужна помощь в настройке просто. Я не программист и даже пользователь такой, ну, такой пользователь. Вот. То есть вот даже если человек захочет вот просто помочь, а что там у вас за программы, а я вот в этом разбираюсь, могу вам помочь, да, это было бы очень здорово. Ну, средства вот на закупку дальше нужны, их много, этих коммуникативных кнопок и так далее. Но дальше там много вопросов. Например, хорошая кнопка — это не заказать из Алиэкспресса. Это приобрести там очень записывающие такие сложные штуки можно делать, и нажатие регулируется. Это производится США, Англия. Там, ну, их привозят в Европе. Это достаточно, ну, в общем-то, стоит. Потом еще вопрос, как это доставить. Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они остаются. Я думаю, что мы со временем напишем и расскажем историю вот определенную, где вот прям будет показано, что, как, где нужно и сколько это, в общем, требует вложений. Вот. И смотрите, мы-то сейчас еще по какой линии идем? Сейчас скажу. То есть, как я вам говорила, есть коммуникативные средства, и людей надо обучать. Но есть еще такая вещь, как людям нужно куда-то выходить, чтобы было... Ну, некая простора, да, где можно пообщаться, да, и чтобы была тема разговора. И одна из линий, мы поддержим эту тему. То есть, да, вот, допустим, для девочки Кристины мне сложно найти еще способ. То есть мы с ней так общаемся, еще там много-много чего нужно. Но мы сходили в театр, и у ребенка есть желание дальше общаться. Класс. И вот мы, кроме того, что вот этими коммуникативными средствами занимаемся, мы еще продумываем какие-то инклюзивные мероприятия, где можно собрать обычных людей и, ну, конечно, не так много, но несколько таких людей, которым нужна вот эта альтернативная коммуникация, и показать: смотрите, мы можем общаться, и кто-то скажет: а чем могу помочь там, да, и так далее. То есть, ну, вот такая тема. Мне, как, я не могу точно сказать: о, класс, нам нужно то-то, то-то, то-то. Безусловно, нужна финансовая поддержка, нужна поддержка специалистам. Рада вообще любому встречному движению. То есть звоните, спрашивайте. Есть на Фейсбуке наш проект развития альтернативной дополнительной коммуникации. Сайт нам нужно делать. Много всего нужно. Вот, поэтому я думаю, что это, ну как, это только начало. Мы потом уже четко скажем. Вот. Ну, то бок, Тетяна, у прынцыпе можна сказаць, што паступова стаўленне людзей, беларусаў, так, змяняецца да людзей не такіх, як мы, правда? Вось, і гэтая тэма інклюзіі, гэта і то, што яна развіваецца, гэта таксама, ну, і як ваш проект, это ўсё таксама частка аднаго такого вялікага руху. Да, меняется, правда меняется. Мне даже родители вот детей с инвалидностью говорят, ну вот им, допустим, детям 15 лет, и когда они были маленькие, эти дети, родители говорят: мы очень тяжело было выйти на улицу, то есть на тебя там смотрели, да, чуть ли пальцем не показывали и так далее. Сейчас, во-первых, спокойнее относятся, во-вторых, помогают, просто подходят и спрашивают, чем я могу помочь. И это, конечно, это действительно изменение. Не бывает все по щелчку пальцев. И самые сложные изменения — это в сознании происходят. И они происходят. И я думаю, что
Как бы нам не хотелось достичь, не знаю, какого-то уровня, там, что у нас выйдет человек, как Стивен Хокинг, на коляске уже с большими там возможностями. Ничего, постепенно. Давайте примем этого человека на коляске и будем знать, что он понимает вас. И давайте будем смотреть ему в глаза и говорить: «Привет, я рад, что ты пришел». Один из таких людей, известных в области альтернативной коммуникации, Мартин Писториус. Это из ЮАР мужчина, который попал в ситуацию нейроинфекции. И когда он был в этом паралитическом состоянии, он уже понимал, но он видел, что его не понимают. Да? Угу. И он говорил: любой взгляд в мою сторону и «привет», он говорит, дает силы, что можно, нужно действовать. Угу. Дзякуй вялікі, Тацяна. Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала Тацяна Сініца, аўтарка праекту «Фрі-мова». Гэта праект альтэрнатыўнай і дадатковай камунікацыі, які дапамагае людзям з псіхафізічнымі асаблівасцямі, людзям, якія па нейкіх прычынах не могуць гаварыць, знайсці агульную мову з гэтым светам. Шчасліва. Спасибо.